Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Граждан Туркменистана, вернувшихся домой из Украины, с особым пристрастием проверяют в аэропорту. Как сообщают источники Turkmen News, с такими пассажирами часами проводят беседы, а в их телефонах ищут свидетельства в осуждение или наоборот, в поддержку войны России в Украине. Если в Туркменистан возвращается гражданин, в паспорте которого есть отметки о пребывании в Украине, то его прямо в аэропорту приглашают в отдельную комнату на беседу. Разговор длится несколько часов. Сотрудники Министерства национальной безопасности подробно расспрашивают о том, как человек относится к войне. Участвовал ли непосредственно в боевых действиях, либо осуществлял ли волонтерскую деятельность, например, помогал беженцам или отвозил продукты. Дежурил в так называемых пунктах несокрушимости, палатках, где украинцы могли обогреться, зарядить свои телефоны. Помимо этого, сотрудники спецслужб тщательно проверяют телефон, разыскивая в нем сообщения, фото или видео с митингов, а также посты, комментарии и лайки в соцсетях, касающиеся войны. По информации источников, сотрудники МНБ не скрывают, что ищут. Они откровенно говорят, что в телефоне не должно быть никаких свидетельств поддержки ни одной из сторон, но особенно Украины. Аватарки в соцсетях с украинским флагом, комментарии типа «Слава Украине». Поддержка полка Азов, ничего из этого или схожего быть не должно. В мае 2023 года «Настоящее время» опубликовало резонансный видеоролик о гражданине Туркменистана Абу Юнусе, который воюет на стороне Украины. После этого хроника Туркменистана выяснила, что туркменские спецслужбы составляют список таких комбатантов. По состоянию на май в списке было уже 12 имен. В случае возвращения на родину их планируют судить по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях, терроризме и государственной измене. Туркменистан официально считается нейтральным государством, что было закреплено резолюцией Генассамблеи ООН в 1995 году. На практике это выражается в закрытости страны, в неохотном развитии международных связей, в отказе от участия в реальной, а не формальной международной активности. Власти Туркменистана практически не отреагировали на войну в Украине, стараясь не упоминать ее в официальных выступлениях и на страницах государственных СМИ. Видимо, аналогичной позиции власти требуют и от граждан. Загранпаспорт гражданина Туркменистана нужно продлевать каждые 5 лет. В дипломатических ведомствах за рубежом документ не меняют. Именно поэтому граждане, долговременно проживающие за рубежом, должны как минимум раз в 5 лет возвращаться в страну. А обратно их могут и не пустить, если у МНБ возникнут к ним какие-либо претензии. Многие мигранты, опасаясь этого, живут за границей с просроченными паспортами, то есть становятся нелегалами. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.